Добрый день. Добрый день. 8 класс. Урок номер 45-46. Раздел номер 5. Мир живой природы. Тема «Живая планета». И урок начинается с эпиграфа: «Могущество страны не в одном материальном богатстве, но и в душе народа. Чем шире, свободнее эта душа, тем больше величия и силы достигает государство. А что воспитывает широту духа, как не эта удивительная природа? Ее нужно беречь, как мы бережем самую жизнь человека». Сегодня на уроке вы будете участвовать в беседе по содержанию художественных текстов. Научитесь отличать односоставные предложения от двухсоставных и употреблять их в речи. Итак, прочитайте эпиграф. О какой особой роли природы в жизни человека и общества в нем говорится? Эпиграф Паустовского подчеркивает особую роль природы в формировании духовного богатства человека и величия государства. Автор утверждает, что душа народа, ее широта и свобода являются важнейшим источником могущества страны. Природа, как часть окружающего мира, играет ключевую роль в воспитании этой широты духа, вдохновляет людей и развивает их внутренний мир. Она формирует связь человека с миром, учит гармонии, красоте и ответственности. Таким образом, бережное отношение к природе становится не только моральной обязанностью, но и залогом духовного развития общества и устойчивости государства. Итак, упражнение номер 1. Прослушайте притчу и определите ее основную мысль. Выскажите устно свое отношение к прочитанному. Итак, давным-давно у Матери Вселенной родилась дочь, назвали ее Земля. Ее отец Космос устроил пир на весь мир и позвал в гости все галактики и созвездия. Каждый, кто приходил посмотреть на красавицу Землю, приносил ей подарок. Отец подарил ей солнце, чтобы она согревала Землю. Мать подарила ей луну, чтобы она могла помечтать, глядя на нее. Фея Аква подарила ей чистую прохладную воду, чтобы ее не мучила жажда. Фея Аэра подарила ей прекрасное покрывало, которое не пропускало ультрафиолетовые лучи. Фея Флора подарила Земле разные виды растений и животных, и маленькая планета стала называться живой планетой. Итак, основная мысль притчи заключается в том, что Земля – это уникальный дар Вселенной, наполненный жизнью благодаря дарам природы, свету солнца, прохладе воды, воздуху, растениям и животным. Она представлена как живая планета, созданная в гармонии и красоте. Эта притча напоминает нам о том, насколько важно ценить и беречь природу, ее богатство и ресурсы. Она вдохновляет задуматься о хрупкости Земли, ее уникальности и о нашей ответственности за сохранение ее красоты и жизни для будущих поколений. Итак, сравните предложения. В каком из них нет одного главного члена? Планету назвали Землей, Солнце согревало Землю, маленькая планета Земля, она была маленькой планетой. В предложениях «маленькая планета Земля» отсутствует один из главных членов предложения, поскольку здесь нет сказуемого, которое бы уточняло, что именно делает или чем является планета. Это предложение представляет собой назывное предложение, в котором говорится только о предмете. Так, планету назвали Землей, грамматическая основа назвали сказуемое, что планету подлежащее. Итак, то есть здесь маленькая планета
Маленькая планета Земля, здесь нет сказуемого. Предложения, грамматическая основа которых состоит из подлежащего и сказуемого, называются двусоставными. Предложения, грамматическая основа которых состоит из одного главного члена, называются односоставными. Так, упражнение номер 3. Послушайте отрывок из стихотворения Бальмонта «Безгласность». Чей образ раскрывает поэт в стихотворении? Найдите грамматические основы в предложениях. Выясните, в каких предложениях отсутствует либо подлежащее, либо сказуемое. Как вы думаете, мешает ли пониманию смысла предложения отсутствие одного из главных членов? Недвижный камыш, не трепещет осока, глубокая тишь, безгласность покоя. Луга убегает далеко-далеко, во всем утомление, глухое, немое. Войди на закате, как в снежные волны, в прохладную глушь деревенского сада. Деревья так сумрачно, странно безмолвны, и сердцу так грустно, и сердцу не радо. Стихотворение Бальмонт раскрывает образ природы, погруженной в глубокий и безмолвный покой. Это состояние отражает настроение автора, меланхолию, утомленность, внутреннюю тишину, которые находят отклик в окружающем мире. Итак, грамматические основы предложений. Недвижный камыш. Сказуемое отсутствует. Данное предложение назывное. Не трепещет осока. Осока подлежащее, не трепещет сказуемое. Глубокая тишь. Сказуемое отсутствует. Значит, предложение у нас назывное. Безгласность покоя. Сказуемое отсутствует. Назывное предложение. Луга убегают далеко-далеко. Это предложение у нас двусоставное. Во всем утомление, глухое, немое, сказуемое отсутствует. Предложение назывное, односоставное. Войди на закате, как в свежие волны. Здесь предложение двусоставное. В прохладную глушь деревенского сада. Здесь отсутствуют и подлежащее, и сказуемое. То есть это является фрагментом или частью предыдущей мысли. Деревья так сумрачно, странно безмолвны. Так, здесь безмолвные, в данном случае сказуемое. Так, и сердцу так грустно, и сердцу не радо. Так, здесь есть и подлежащее, и сказуемое. Так, в каких предложениях отсутствует либо подлежащее, либо сказуемое. Мы это с вами разобрали. То есть сказуемое отсутствует в предложениях недвижный камыш, глубокая тишь, безгласность покоя, во всем утомление, глухое, немое. И отсутствует подлежащее в предложениях «войди на закате, как свежие волны» и в прохладную глушь деревенского сада. Так, мешает ли отсутствующий главный член пониманию смысла? Отсутствие подлежащего или сказуемого в данном стихотворении не мешает пониманию смысла, а скорее усиливает художественный эффект. Такие предложения создают атмосферу покоя, неподвижности, безмолвия, подчеркивая состояние природы и внутренний мир лирического героя. Это придает тексту лиричность, эмоциональность и глубокую выразительность. Итак, в зависимости от способа выражения главного члена, односоставные предложения делятся на две группы: с главным членом подлежащим и с главным членом сказуемым. То есть они бывают назывными и глагольными. Для сравнения: вечереет, морозит. Вечер, мороз. Глагольные односоставные предложения делятся на виды в зависимости от формы сказуемого.
определенно личные, неопределенно личные, обобщенно личные, безличные. Как и двусоставные, односоставные предложения могут быть нераспространенными и распространенными. Сравните. Морозит и с утра морозит. Вечер и тихий летний вечер. Итак, упражнение номер 4. Спешите, обозначая грамматическую основу предложения. Укажите односоставные предложения. Какие это предложения? Распространенные или нераспространенные. Подлежащим или сказуемым является неглавный член. Итак, задумчиво дремлют темные вербы. На крутом берегу полыхают подожженные осенью клены. Прямо у дороги горстями едим ежевику, а десяток шагов в сторону спугиваем стаю уток. Утки волнуют алую от зари воду и падают в камыши. Идем час-другой, темнеет, желтый свет фар, желтое кружево выхваченных светом ветвей. Итак, задумчиво древлют темные вербы, на крутом берегу полыхают подожженные осенью клены. Так, грамматическая основа. Вербы дремлют, клены полыхают. Двусоставная, распространенная. Прямо у дороги горстями едим ежевику, а десяток шагов в сторону спугиваем стаю уток. Грамматическая основа. Едим, то есть мы спугиваем. Двусоставная, распространенная. Утки волнуют алую от зари воду и падают в камыши. Грамматическая основа. Утки волнуют, утки падают. Двусоставная, распространенная. Идем, час, другой. Грамматическая основа. Идем, то есть подразумевается, что мы идем. Односоставная, распространенная. Главный член сказуемое. Темнеет. Грамматическая основа. Темнеет. Односоставная, нераспространенная. Главный член сказуемая. Так, желтый свет фар, желтое кружево выхваченных светом ветвей. Грамматическая основа отсутствует. Это назывное предложение. Односоставное, распространенное. Главный член подлежащее подразумевается. Это желтый свет фар, кружево ветвей. Так, типы односоставных предложений. Идем час-другой. Односоставное, определенное, личное. Темнеет. Односоставное, безличное. Желтый свет фар, желтое кружево выхваченных светом ветвей. Односоставное, назывное. Распространенные или нераспространенные. Распространенные предложения. И идем час-другой. Желтый свет фар, желтое кружево выхваченных светом ветвей. Это нераспространенное. Темнеет. Так, упражнение номер 5. Заполните круг знаний. Виды односоставных предложений. Так, у нас их можно определить. Определенно личные, неопределенно личные, обобщенно личные, безличные и назывные. Так, следующее. 6 упражнение. Прочитайте легенду, как вы думаете, какой в ней заложен смысл. Так, мы все читать не будем. Человек устал от вечной борьбы с природой, от холода, голода, опасности. И тогда пришел человек к священной горе Олимпу и взмолился: «О боги, неужели всю жизнь мне мучиться? Неужели никогда не смогу спокойно есть, спать и жить в тепле? Неужели вечно воевать с этой проклятой природой?» И услышали его боги и сказали: «Хорошо, у тебя будет все, что ты просишь». Короче, смысл легенды заключается в том, что человек не может быть счастлив, если он отказывается от своей связи с природой и родной землей. Природа не только обеспечивает человека физически, но и питает его душу, дарит вдохновение, красоту и гармонию. Без этой связи человек утрачивает свое внутреннее богатство, становится духовно опустошенным. Легенда учит нас ценить природу, видеть в ней источник жизни и духовной силы. Она напоминает, что материальные блага и комфорт не могут заменить теплоту родного мира, который формирует нашу личность и наполняет жизнь смыслом.
Так, следующее. Так, 7. Какое из утверждений верное? Итак, верными утверждениями, так, давайте сразу. Неверное. Первое. Предложения, в которых имеются два главных члена и подлежащие сказуемым являются односоставными. Это неверное. Второе. Как и двусоставные, односоставные предложения могут быть нераспространенными и распространенными. Это верно. Третье. Если в предложении есть только один главный член, подлежащий или сказуемый, то такое предложение является двусоставным. Нет, это неверно. Четвертое. По смыслу односоставные предложения отличаются от двусоставных тем, что они понятны и при отсутствии второго главного члена. Это утверждение верно. И 5. неверно. Итак, спасибо за внимание. На этом все. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, нажимайте колокольчики.